Экология – один из самых грозных вызовов современного мира. Загрязнение воздуха, воды и почвы, вырубка лесов, бытовые отходы и стихийные свалки, пластиковое загрязнение и изменение климата, таяние ледников Арктики, браконьерство и уничтожение заповедных зон. Это далеко не весь перечень экологических проблем, с которыми столкнулся мир в 21 веке. И все это далеко не пустой звук и для Абхазии. Эти проблемы находятся не где-то там вдалеке, а уже здесь, у нас, хоть и проявляются, возможно, в другой степени. В этой передаче мы хотим рассказать вам об общественных экологических инициативах, инициативных группах и отдельных людях, экоактивистах, всех, кто пытается хоть как-то внести свой посильный вклад в решение экологических проблем, актуальных для нас. Так, какое-то время назад группа из 10 человек создали сообщество под названием «Эко-Апсна». Одна из них, Кристина Барцыц, окончила биолого-географический факультет АГУ и потому считает, что занята именно тем, чем ей следует заниматься по профессии. Кристина и ее единомышленники направили свою деятельность на решение конкретной задачи – проблемы стихийных свалок в Абхазии. Инициативная группа «Эко-Апсна» занимается экопросвещением и активно использует для этого социальные сети, участвует в волонтерских акциях по уборке мусора и, что важно, разрабатывает конкретно проект по вовлечению как можно большего числа людей в решение проблемы стихийных свалок. Впрочем, ребята из «Эко-Апсна» сейчас сами все о себе расскажут. Ну, то есть наша сейчас на данный момент главная задача – это сбор информации. То есть мы выезжали на места, фотографировали, делали видеосъемки. И помимо этого у нас проводился социологический опрос, который также дал хорошие результаты. Несанкционированные свалки, они располагаются повсеместно и тем самым загрязняют и почву, и подземные воды, и надземные воды, если, например, рядом располагается река. Все эти загрязнения попадают в воду, люди, тем самым проживающие рядом, животные, они подвергаются опасности. То есть, возможно, лейкозаподобные заболевания будут образовываться, проще говоря, рак. То есть это характерно и пагубно тем, что, например, располагающаяся свалка, она загрязняет не только ту территорию, на которой располагается сама свалка, но и территорию в радиусе около полутора километров. Какие у нас самые большие стихийные свалки? Вы этим, да, в основном занимаетесь? И мне интересно еще, вы занимаетесь только на территории города этим или выезжаете за пределы Сухума тоже? На данный момент локация Сухумский район, город Сухум. То есть, если говорить о свалках, самые крупные, которые мы наблюдали, это в районе выше Ботанического сада, в районе обезьяньего питомника по дороге на Яштуху. Также на Старом поселке есть очень большая свалка. То есть их на самом деле очень много и достаточно небольших в том числе. Мы как раз-таки и хотим вести борьбу с теми свалками, которые локально располагаются. Это в основном в правообрывах, в устьях рек, также в долинах рек люди располагают. И часто они располагают по своему незнанию именно там, или же просто от лени, или потому что им так удобно выбросить именно там мусор. Как можно бороться с этим, со стихийными свалками? Просто их убирать? Или вот что вы планируете делать со свалками? Конкретно в чем будет заключаться ваша конечно работа? же, первое – это экологическое просвещение, то есть чтобы люди узнавали больше информации, даже элементарно о том, где располагаются контейнеры. Конечно же, экологическое воспитание – это в основном для детей, то есть наше направление – это подростки, дети, то есть молодое поколение, которое формируется только, и формированием их сознания тоже нужно заниматься, чтобы экологическое воспитание с детства прививалось. Правильно ли понимаю, что вы именно делаете такой акцент на молодом поколении, на маленьких детях, на школьниках, и как бы будете воспитывать такое поколение уже экологически образованных людей, которые просто так, где попало, мусор не выбросит? Но это одно, а мне интересно другое. Допустим, собираетесь ли вы в рамках своих дел, своих инициатив и проектов что-то делать с уже существующими свалками? Да, мы очень надеемся на сотрудничество с волонтерами. Уже есть
доброжелатели, люди, которые сами пишут нам и сами хотят участвовать в ликвидации свалок, как небольших, так и более крупных. Естественно, какие-то огромные свалки просто своими силами невозможно убрать. Это необходимо подключение и госслужащих. И, естественно, мы хотим создать такую площадку взаимодействия как государственных органов, так и обычных людей, которые могут взаимодействовать и ликвидировать эти свалки сообща. Адгур, расскажите, пожалуйста, конкретно чем вы занимаетесь в ЭКОПСН, в инициативной группе? Вклад может заключаться в том, что вот сейчас мобильный интернет, вообще интернет, мобильные гаджеты сегодня, все эти современные средства коммуникации, они очень часто используются для решения определенных задач, вот, предоставления определенных услуг. Вот, в этой связи, используя вот этих современных средств коммуникации как для создания некой интерактивной среды, вот, в рамках которой все участники процесса смогут эффективно взаимодействовать, а это в первую очередь это наши граждане, вот, это профильные государственные службы, это волонтерские организации, чтобы они могли в рамках этой интерактивной среды эффективно взаимодействовать, решать проблему стихийных свалок. То есть вот именно вот в создании такой интерактивной среды и использовании вот этих средств коммуникаций современных, вот я и вижу свой как бы вклад вот, в этот проект. Что вы имеете в виду под интерактивной средой? Что это значит? Ну, можно привести в пример различные интернет-ресурсы, те же, скажем, мобильные приложения, которые сейчас очень активно используются в разных сферах. То есть это, не знаю, все что угодно, там, различные услуги продаются с их помощью, предоставляются клиентам. Это там QR-маркетинг, очень много направлений. Также есть большое количество направлений, которые связаны с ростом популярности любительского спорта, которые, скажем, такие приложения, которые решают какие-то экологические вопросы, да, вопросы экологии там как бы поднимаются. Ну, что-то подобное вы хотите, да, что-то подобное применить здесь и в Абхазии, получается? Да, то есть мы хотим, не хотелось бы забегать просто вперед, потому что на самом деле у нас как бы такой продукт, он уже в разработке, и в течение там вот буквально там вот ближайших там нескольких недель он уже будет фактически готов. Чтобы мусора было меньше, нужно как бы своевременно выявлять эти стихийные свалки и своевременно их ликвидировать. Это вопрос как бы ресурсный, потому что ну, как бы гораздо проще ликвидировать проблему на начальной стадии, чем когда она уже примет такие огромные масштабы. Вот, это вопрос как бы оперативных действий. Но и в то же время должен быть некий системный подход. Он заключается в том, что можно собраться всем вместе как бы и провести там масштабную акцию, убрать мусор и так далее. Но если это не будет система, ну, вот, которая будет реально работать, и все участники процесса будут в рамках этой системы взаимодействовать эффективно, то мы не добьемся желаемых результатов. Вот создание вот такой системы с использованием интерактивной среды и современных средств коммуникации, вот как раз таки я и вижу вот свою задачу именно в этом. Одна из наших задач — сформировать у человека сознательное отношение к окружающей природной среде. Экологическое образование, воспитание является основой экологического благополучия общества. В этом смысле Абхазия, конечно же, не должна отставать от некой общемировой тенденции. С детства необходимо прививать любовь
к природе, необходимо объяснять, почему нужно охранять природу, и что мы ответственны за все то, что происходит с окружающей нас средой. Вот скажи, пожалуйста, вот эта страничка Экоапсна, если мы будем говорить конкретно, что ты ее ведешь, правильно? Ты же администратор этой странички в Инстаграм. Чем конкретно, ведь у тебя есть какой-то план, да, вот публикации чего-то, вот это экопросвещение, ты, по крайней мере, так это называешь, а что в него входит? Мы стараемся привить некие экологические навыки. Я рассказываю о тех вещах, о которых, наверное, в обычной жизни мы не привыкли задумываться. Это вред пластика, это вред неправильной утилизации опасных отходов. Мы проводили социологический опрос в рамках нашего экологического проекта. Мы хотели выявить уровень вовлеченности экологической нашего общества. Мы пришли к очень хорошему выводу. Не было ни одного индифферентного респондента, то есть всех эта тема волнует. То есть равнодушных нет? Ни одного равнодушного человека не было. Но мы выяснили другую проблему. Не у всех есть базовое понимание того, что можно, что нельзя делать в экологическом смысле. Приведу пример. Люди, некоторые сжигают бытовой мусор на своем приусадебном участке или на своем огороде, не понимая о том, что пластик, сгорая, выделяет ядовитые вещества, люди этим дышат. Отравляется грунт, на этом же грунте, на этой почве выращиваются овощи и фрукты, которые также попадают на стол к человеку. Я думаю, что если бы люди знали о том колоссальном вреде, который наносится здоровью, то поступков таких было бы меньше, такого поведения было бы меньше. То есть экологическое образование, грубо говоря, оно как бы хромает, да? Вот. Да, людей просто этому не учили. Это не то чтобы вина нашего общества, просто нужно дать механизмы, нужно дать инструменты для понимания этого. А вот скажи, пожалуйста, вот интересно, какой отзыв у страницы, какая посещаемость, и присылают ли люди какие-то свои фотографии того, как они немного пытаются вот помочь природе, да, вот сохранить? Да, меня очень радует такая тенденция, когда я открываю статистику. Я ликую, потому что делятся активно с друзьями публикациями. Есть запросы в директ на расшифровку каких-то тем, о которых люди хотели более подробно узнать. И очень много видео и фото в формате до-после. Люди занимаются плогингом, то есть убирают мусор на пробежке. То есть ты бежишь и с каким-то пакетом собираешь туда бутылки. Это такая тенденция хорошая. Да, это, кстати, такая мировая тенденция, которая понемногу приходит к нам, да, вот я встречала нескольких людей, я первый раз, когда увидела людей, которые вроде бы занимаются спортом, но они держат у себя какие-то вот обычно, даже это не пластиковые, а матерчатые сумки, которые они не выбрасывают, и они собирают мусор по дороге, то есть у нас это тоже есть? Да, у нас тоже есть, у нас вообще очень прогрессивная молодежь, и собирается такое эко-комьюнити. Вообще цель такая — создать огромное эко-сообщество, дружное, людей, которые готовы к сознательному потреблению, к осознанному экологическому образу жизни. С недавних пор проблемы экологии всерьез обсуждать взялись в дискуссионном клубе Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Уже трижды организовывались встречи участников экологических дискуссий с экспертами по данным вопросам. Тут важно отметить, что разговорами дело не ограничится, а по итогу всех этих дискуссий Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс планирует финансово поддержать конкретный экологический проект, который будет иметь образовательно-просветительскую направленность. Активные участники проекта, студенты Абхазского государственного университета, рассказали нам, почему им лично важно участвовать в подобных мероприятиях. Чем вы занимаетесь в дискуссионном клубе ВАК по вопросам экологии? У нас каждые 2 недели проходят встречи со специалистами в сфере экологии. Эти встречи, они дают нам четкое понимание того, что экология – это проблема всего мира. Все люди должны объединиться для того, чтобы решить эту проблему. Прежде всего, надо начать конкретно с себя. Надо четко понимать то, что человек не может существовать обособленно от природы. Жизнь и здоровье человека, оно напрямую зависит от чистоты и здоровья окружающей среды.
В ходе этих встреч мы еще более подробно осознаем это. В настоящее время деятельность клуба она идет по двум направлениям. Первое – это создание социальных роликов для привлечения как можно большего количества людей к проблемам экологии. Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс он нас спонсирует и дает нам 250 тысяч на реализацию наших проектов. Сейчас мы непосредственно занимаемся созданием роликов. Тренинги в школах запланированы на осень, потому что это более целесообразно, чтобы построиться под учебный процесс. А социальные ролики, они будут именно адаптированы под Абхазию, да? Вот уже есть какие-то конкретные примеры, чем-то вы уже занимались? Мы только начали заниматься этим, да, мы считаем, что надо их направить именно на Абхазию, чтобы локальные проблемы разъяснить обществу. А какие локальные экологические проблемы вы там обсуждали и вообще вы видите? Вот я имею в виду вы как дискуссионный клуб. Ну, первое – это изменение климата. Второе – это переработка мусора, то есть эта проблема действительно очень актуальна для нас. Третье – это сохранение биологического разнообразия, биологических ресурсов. И четвертое – это охрана лесов и зеленых насаждений. Аэлита, скажи, а вот конкретно ты, как тебе кажется, вот в твоей повседневной жизни, как-то помогаешь экологии, как-то вносишь свой маленький вклад, лепту в сохранение экологии, в сохранение чистоты вокруг тебя, где ты живешь? Вот как-то ты с этим связана? Может быть, ты когда-нибудь ходила на субботники, участвовала в них, убирала? Я, как и все население планеты, обеспокоена проблемами экологии, поэтому стараюсь делать все, что в моих силах, чтобы защитить нашу природу от самих себя. Я являюсь волонтером, поэтому участвовала во многих экологических акциях и субботниках. Вообще не увлекался экологией до того момента, как поступил на сельскохозяйственное. На первом курсе мне выпала честь принять участие в докладе «Утилизация отходов». И когда я начал изучать, то есть писать доклад на эту тему, я очень сильно углубился, и я стал интересоваться именно экологией. А какие, например, вопросы экологические проблемы самые актуальные, как тебе кажется, для нас, для Абхазии? Ну, это, конечно, переработка мусора, утилизация отходов, потому что если мы, допустим, убираем на субботниках, да, берег или там какие-то парки, то мы собираем все в мешки, а куда их вывозить и куда их отправлять. И поэтому сжигать это невыгодно, а выкидывать куда тоже выкидывать. И поэтому я считаю, что мусор – это главная проблема у нас в республике. Но на грани становится также и загрязнение рек и озер в первую очередь. Если будут загрязняться реки и озера, то и так будет и море наше. И реки и озера, я считаю, что загрязняются пакетами и пластиковыми отходами. А скажи, вот решить проблему утилизации мусора, вообще как ее решают в мире? И как тебе кажется, какой способ подходит нам и что нам нужно делать в этом направлении? Ну вот я, как говорил уже ранее, что я писал доклад на утилизацию отходов, я связывался с Швейцарией, то есть как бы она самая экологическая страна в мире. Я, когда у них спрашивал, как они этого достигли, конечно, через перевозчика все было, они сказали что они построили для начала мини-завод по переработке. Я спросил, что они первым делом сделали в переработке. Они сказали, мы начали собирать пластиковые отходы. Я сказал, каким образом вы это собирали. Они сказали, что они поставили урны для пакетов, для железа и для пластика. То есть раздельный мусор. То есть контейнеры. Трехкамерные контейнеры, и после чего они привозили в этот мини-завод. Но это Швейцария. А если касается нашей республики, то мини-завод возможно и реально у нас построить, а не сжигающим. Как это возможно у нас? Вот как это конкретно будет? Как ты это видишь, например, в будущем? А если смотреть на 10 лет вперед, то я вижу что в каждом городе будут установлены контейнеры трехкамерные, и после чего, надеюсь, уже через 10 лет будет построен мини-завод по переработке мусора. И думаю, что это возможно и реально. А можешь объяснить, что значит вот эти трехкамерные контейнеры? Как нужно разделять мусор? Вот какие правила? Ну вот смотрите, допустим, вы из дома выносите мусор, там, мы как любим, мы все любим класть в один пакет и выкидывать в один контейнер. Вам придется класть все в разные пакеты, вы приходите, там пластик кладете в отдельный контейнер. Даже пакетик заварочный вы должны отделять отдельно.
И также пакет отдельно, там бутылки отдельно, покрышки отдельно и по цветам. Решать экологические проблемы можно начать из себя самого, например, перестать мусорить, а еще лучше стараться убирать мусор там, где это тебе под силу, перейти к осознанному потреблению, уменьшить количество одноразового пластика в своей жизни. Отрадно, что все больше молодых людей приходят к этому пониманию сами и своим примером и образом поведения являются экоактивистами, то есть людьми, которые осознанно стараются сберечь окружающую природу. Одна из них — школьница из Гагры Динара Сичинава, которая, просто прогуливаясь с собачкой по пляжу, однажды решила убрать весь попадающийся ей по дороге мусор. Так и началась ее личная история экоактивизма. Послушайте, что расскажет нам Динара о том, почему она напрочь отказалась использовать в своей повседневной жизни одноразовый пластик. Динара, ты у нас из Гагры, еще школьница, но уже экоактивистка. Расскажи, что это такое? Экоактивизм вошел в мою жизнь примерно около года назад, когда я наткнулась на видео с парнем, который катался на доске, и он буквально проводил рукой по воде и доставал там большое количество мусора. Который... серфингист. Да, серфингист. И там были пластиковые трубочки, пластиковые пакеты, и я подумала, что я могу сделать для того, чтобы в океане было меньше мусора, и постепенно с информацией, которая поступала ко мне, я отказалась от одноразовой посуды, вот, и от пластиковых пакетов. То есть, и я знаю, что ты еще даже как-то принимала участие в каких-то, допустим, акциях по уборке или убираешь? Да, я создала их сама и разместила информацию в интернете, и мои друзья, знакомые, просто люди, которые хотели помочь мне, они собирались, и мы выходили на субботники. А скажи, как ты пришла вот к дискуссионному клубу, который организовывает ВАК вот, по экологии? Вот, это вот они тебя нашли или ты на них вышла? Ну, в связи с тем, что я воткнулась в эту активистскую жизнь, очень много ребят начали предлагать мне вот разные клубы. Я вот не только в ВАКе состояла, вот, и вот моя подружка скинула мне заявку, я ее заполнила, и вот теперь я состою в клубе. А вот что тебе дало то, что ты находишься в этом клубе, в ВАКе, что вот эти дискуссии по поводу экологии, что они тебе лично дают? Ну, пока прошло только 3 встречи, мы коммуницировали, знакомились, и потом была у нас встреча с Савелием Читанава. Могу сказать, что я немножко изменила отношение к нему в лучшую сторону, как-то поняла его, потому что раньше я думала, что все проблемы, связанные у нас в стране с экологией, зависят только от одного человека, но на самом деле все гораздо масштабней. Вот. И хотелось бы, конечно, как-то помочь и сотрудничать с ними для того, чтобы наша страна развивалась. А вот в чем конкретно вот ты видишь, чем могут обычно молодые люди, студенты, школьники, вот в чем они могут быть полезны для нашей экологии, вот, чтобы что-то улучшалось? Я думаю, что вклад должен внести каждый человек. Самое главное — это не использовать одноразовые вещи. Начните с пластиковых пакетов, начните носить с собой холщовую сумку. Например, при заказе говорите, что вам не подавали напиток без трубочки. Заменить бутылки пластиковые на алюминиевые или стеклянные. Объясни, вот я уверена, что очень многие не понимают, почему все так резко против настроены пластиков, почему нужно отказываться от одноразовых пакетов, от трубочек, в чем вот смысл? Многие этого не понимают. Вот что ты об этом знаешь? Мусора очень много. Каждый день производится около 7 миллиардов пакетов, то есть сколько людей, столько и пакетов, и ежеминутно тысячами пакетов используются. И ученые даже высчитали, что если все пакеты завязать вместе, 7 раз можно планету обернуть. Мне кажется, это просто огромные цифры и огромное количество. Даже где-то есть остров, на который на пол просто это мусорное пятно на карте.
И вот откуда вообще мусор появляется? Из-за того, что много одноразовых вещей, которые мы используем каждый день и не отдаем себе в этом отчета, попадают на свалку, и, соответственно, появляются эти горы мусора. То есть важно не только эстетическая составляющая, как, например, чтобы было чисто в городе, на пляжах и так далее. Важно просто осознать и выработать себе привычку осознательного потребления. Вот. Я думаю, что если к этому все придут, все люди на планете, то мы сможем их спасти. Сберечь эту планету, а если еще уже природу вокруг нас, это один из главных вызовов современности. В Абхазии существует масса экологических проблем, и мы в этой передаче говорили лишь о вершине айсберга. Но важно и нужно с чего-то начинать. Иногда самое простое – это начать с себя. На этом сегодня у меня все. Если вы тоже хотите рассказать о важных инициативах, которые вы продвигаете, пишите и рассказывайте нам о себе и ваших делах в социальных сетях. До новых встреч в эфире!